В условиях санкций, дешевеющей нефти, ослабления курса рубля, поддержка малого и среднего предпринимательства сегодня одна из первостепенных задач государства. Президент страны и вице-премьер об этом говорили не раз. И вот по поручению главы республики в этом году на развитие бизнеса средств было выделено в 2 раза больше. Чтобы избежать нецелевого использования, создан экспертный совет. Однако нечистые на руку дельцы решили воспользоваться ситуацией. Поступила информация, что в некоторых районах по этим грантам есть случаи, что есть некие посредники, которые предлагают предпринимателям взамен ксерокса паспорта, предлагают 60 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Кошара глава непосредственно контролирует и душина, непосредственно жесткий контроль душина. И Ахча модель Даха основа и глава требует от нас, чтобы эти деньги выделялись правильно и максимально эффективно. Хасан Хакимов предупреждает глав районов. Проверки предпринимателей, получивших гранты, будут ежеквартальными, а это значит, проконтролируют закупки, ход работы, всю документацию. И если выяснится, что предприниматель не выполняет требования и пункты бизнес-плана, он будет обязан по закону вернуть деньги в полном объеме. Не избежать ему штрафа 25% от выделенной суммы. Именно прием граждан нам воем, нашим белым швейком, именно предпринимательской деятельностью заниматься швейком, бизнес-швейком, швейком. Ищет предложение, что мы на воем, что и только лучше, что ты же это сам был лучше, ты делаешь, сам юбилей, ты дальше, так ты доля, ты умышляешь, ты надо это, отдельно комиссии, на. Самыми актуальными до сих пор являются проекты тепличных хозяйств, однако они и вызывают больше всего вопросов и ненужных затрат. Также нет технической документации, договор водовода на обслуживание, нет точки подключения. Счетчик, доводный счетчик не отвечает мощности оборудования установки. КПД 60-70% газа выкидывается просто в трубу. Проблемы в таких случаях возникают не только с документацией, но и с оплатой предоставляемых услуг. К теплицам подведен природный газ, за который многие предпочитают не платить. Хасан Хакимов предлагает таким людям даже не обращаться со своими проектами. Должникам денег все равно не дадут. Очень много поступает заявок именно по тепличным хозяйствам. И эти тепличные хозяйства, как мы все знаем, они отапливаются природным газом. И очень много должников по газу, которые не платят за газ. Пользуются им, но не платят. И мы хотим будем выявлять должников, те, у кого есть задолженности. И таким должникам мы не планируем выделять гранты. Экспертный совет готов поддерживать интересные проекты. Именно интересные и востребованные. Это в первую очередь касается различного производства, мини-предприятий и цехов. Они позволят создать рабочие места, а значит и улучшить социально-экономическое состояние целого региона. Левтина Банадыкова, Султан Умаров и Луиза Юнусова. Новости.